Здравствуйте, друзья! Сегодня выходим в эфир с роликом о пристроенных, как продолжение предыдущего ролика. Хотя настроения нет вообще. Корм, заказанный на завтра, нечем оплатить. И если доставку отменить, то всю неделю будут лаять от голода и будут жалобы соседей. Нет, я не вытяну их это лето. Только закупишь корм на одной передержке, он заканчивается на другой и так далее. Состояние паники, переходящее в депрессию и желание сбежать. В общем, голод начинается. Сегодня выходит запланированный ролик о счастье для нескольких хвостиков, которым повезло спастись и найти семью. Итак, о некоторых собачулях были приветы раньше, но за это время к ним присоединились новые спасеныши и уехали в семьи. Поэтому ролик о них всех сразу и свежие приветы. Если кто помнит, Марха и Перса живут уже не первый год у нас в Германии у Аллочки. Это самые верные и первые их члены семьи из Якутска. И вот за последние месяцы к ним присоединились еще два якутенка. Это трехлапый Кузя, о спасении которого мы рассказывали давно, года 4 назад, домашний песик, сбежавший от нерадивых хозяев в поисках еды, сбитый в последующем машиной, никому не нужный, пролежавший на обочине дороги немало дней под Якутском. Долго он пристраивался после ампутации ноги в Москве, а пристроившись, что-то опять не сложилось, пошло не так. И вот тогда забрала его к себе опять наша Алла, у которой уже были две большие наши собаки – Марха и Перса. И даже постарались сделать ему протез. Какое же это великое желание – облегчить песику передвижение. Но он пока учится ходить на этом протезе, и это не так просто получается. А еще к этой же семье присоединилась недавно щенулька Эмми, тоже спасенная в Якутске, в сильный мороз, замерзающая, подброшенная к магазину. И вот по воле судьбы она тоже оказалась в семье Аллы. Эми, наш младший якутенок, которого щенком зимой ее и ее братика выкинули на улицу. Эма, девочка, это наше солнышко, это наш ребеночек маленький, это наша малышка, наша маленькая красавица, да, и она знает, что она у нас такая, какой маленький ребеночек, она это прекрасно знает. Ей даже больше разрешено, чем остальным, и она этим пользуется. Солнышко наше. Да, моя зефирка, как иногда я называю. Так. А это Кузька трехлапый, которого в Якутске сбила машина, и он 2 недели лежал. Ему пришла Кузя, Кузьма, Кузь, которого лапу ампутировали. Да, мальчик плавал только что. Да, мокренький еще. Ты где там? Через камеру плохо видно. Тут лежит Перса, найденная в камышах, которая была с ее мамой, с семьей и папой дозором. Да, Перса? Якутенок наш 3. Ну и наша номер 1. Это Марха. Марха очень любит папу. Перса просит лапкой меня тоже. Марха. Очень хорошая, солидная, такая мудрая. Да, я думаю, Марху знают. Нашли ее с переломанными костями, которые неправильно срослись, да, Маруш? Ну, мы теперь вот на рыбалочку мы не одеваем обувь, потому что тут мягко. Да, Маруш? А когда гуляем по асфальту, то мы
одеваем котиночки. Вот Кузька около папы, а Эма охраняет. Эми! Эй, иди сюда, иди сюда, иди сюда, мой Костик, иди сюда. Вот, всем от всех привет большой. От всех 4 якутят. Самые лучшие собаки. Вот так, не по своей воле, а по вынужденным обстоятельствам в семье Аллы собрались 4 большие собаки из Якутска. Это очень нелегко, много проблем, но какие же они молодцы. Низкий поклон всей семье. У всех животных разный возраст, разный темперамент, и у двоих увечья после Якутска. Алла, спасибо вам огромное. Ой, пушистик, ой, колобочек. Пушистенькая какая собачка. Пушистенькая. И небольшая, скажи я, да? Небольшая. А еще в семью Аллы приезжает в гости якутская девчушка с ППЖ Тула, пристроенная же также Аллой. Они дружат с семьей, и все якутские хвосты встречаются вместе, узнают друг друга, общаются, у них все хорошо, и все на связи. А я-то как рада за них, за всех. Также по воле судьбы, спасенный в 19 году в мороз из ППЖ наш Бровка. Теперь он просто дедок. Каким же он несчастным сидел тогда в ППЖ и был мною тогда же спасен. Долго жил у нас на передержке в Москве и последние 1,5 года в Германии, а теперь даже по соседству с Аллой. Там он похорошел, даже помолодел. Хороший уход и питание сделали свое дело. А ведь им уже более 10 лет, и он не всегда чувствовал себя хорошо. Но я рада, что жив и даже катается на качельках. Спасибо семье, что приютила его. Друзья, вы знаете, что у меня на передержках живут собаки, которых я спасла, но о которых не рассказывала в силу занятости. И вот один из таких песиков – это Фима. Как он попал ко мне? 2,5 года назад местный подмосковный отлов отлавливали, стерилизовали и выпускали назад. Было же время. Хотя все понимали, что выпущенные назад собаки, особенно большие, но долго не проживут, не дадут сами люди. И жалко было, особенно добрых больших. Вот тогда отловщик и поведал, что на выпуск идет вот такой рыжий красавец, спокойный, как удав, очень хороший, замечательный. Сжалилась я тогда над ним и захотела спасти. Ну пусть добрый-то живет. Ну и прожил он у меня на платной передержке 2,5 года. Фима. Блестящий, высох. Так, чистые уши. Сонный такой очень. Чистые глаза, все хорошо. Когти нормальные. А тут подвернулся случай. Семья в Германии хотела большого песика. Они выбрали сначала одного у другого куратора, но куратор отказался отправлять в Европу. Тогда мы предложили других посмотреть своих больших. И вот Фимке повезло. Люди ответственные выбрали его и стали ждать, а мы готовились к отправке. Они ждали и волновались. Теперь Фимка бегает в своем саду, даже научился играть с игрушками, значит, доволен. И как же радостно за него, что теперь он не в заточении живет. Спасибо добрым людям. Теперь расскажу вам о Тучке и Манечке. Эти милые создания были спасены мной в том году. Черная Тучка забрана с местной подмосковной помойки в декабре, где она искала пропитание. Говорят, что кто-то ее стерилизовал и выкинул даже в попоне. А Манечку забирала из какого-то поселка
у Минвод. О ней тоже был ролик в прошлом году. Щенков ее порубили лопатой по указанию председателя поселка, об этом я вам рассказывала. В общем, спасти удалось только Манечку и щеночка, который уехал к другому куратору. И вот Манечка и Ночка жили на одной передержке у меня. Диву даешься, какие замечательные, умные, спокойные и благодарные собаки. Их всегда хвалила передержка. И ведь они обе чудом спасенные, и обе могли погибнуть, если бы я их не забрала в свое время на свое кураторство. Такие с виду непримечательные и какие же чудесные. Так обеих и забрали на пристройство в Германию. Поехали к нашей подписчице, и она тоже очень их хвалит. Это собаки, которые западают в душу. Manja? Nein. Manja, sitz. Notcha, sitz. Nein, Manja, sitz. Manja, sitz. Manja. Ja, du bist auch brav. Nein, Kira, sitz. sitz. Kira, sitz. 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 Ja, das Jeder macht- kriegt 1, 2 und Manja kriegt. И вот Манечка наша недавно уехала в семью. Die Aussicht, wo du hier wohnst, schau mal her. Schnuffel, Schnuffel. Guck mal. So, komm mal, wir gehen mal gucken. Komm mal mit, komm. Komm. Anja. Komm. Die Manja, da ist ja. Fressen. Fertig. Ja. So sieht's aus. Und schön aufgeweckt sind wir, gell? Ganz aufgeweckt sind wir. So ist sie. У нее замечательная хозяйка, большой красивый сад, много площади для прогулок. Она любима, и ее также хвалят, не нахвалятся. В общем, все хорошо. Ну а Ночка пока в пиаре и тоже в любви и в хороших условиях у замечательной женщины Азизы. Будьте счастливы. Друзья, сегодня я рассказала вам о 9, как поживают наши спасеныши. У них все хорошо. Пожелаем им счастливой жизни и долгих лет. А вас я благодарю за то, что долгие годы у нас получалось с вами спасать, с трудом и напрягом содержать, и вот единицам очередным создать условия для нормальной, достойной жизни, найти им семьи. Пристройство – это самое тяжелое звено в деле спасения. А уж теперь-то и подавно. Продолжение о спасенышах следует. Я благодарю всех, кто долгие годы с нами, верен нашему каналу. И очень прошу не бросать собак сейчас. Самое тяжелое время, похоже, что началось. На завтра я вынуждена отменить доставку корма. Нечем оплатить на 2 передержках. Чем кормить, не знаю. Хлебом, костями, отходами. Да и их-то никто не разбежался дать. Если вы помогаете, то мы живем дальше. Если нет, значит нет.